3, 4, 5. Эту воду будем держать в доме целый год, как вербу. Вот первый. Вон одна. Опять ушел. Видите, сколько рыбы, ребят? Это сейчас реально показываю вам. Вот в таких условиях сидим. Ёп твою. Ай. Приехали, блядь. Первая остановка. Хорошо, что наледи нету. Не оказалось тут. Ай, блядь. Фух. Всем привет из Коми. Как видите, я снова иду на рыбалку. Сейчас скатился с горы и упал. Лыжи, короче, от лыжни ушли, воткнулись, и нелепо все получилось. Ну, что сказать. Сегодня на улице не холодно, такое чуть-чуть ветерок. И смотрю, проясняется, может давление чуть-чуть будет повышаться. Ветер северо-западный так. Решил сходить повторно на то место, где рыбачил в прошлый раз, где я поймал 20 рыб. Вот сегодня также туда сходим и порыбачим. Блин, вот лыжи куда-то уходят с лыжни. А там уже наледи, вон, смотри, ё-моё. Я еще хотел, думал, на буране туда, как его, поеду до места рыбалки. А наледи-то, блин, по колено. Лучше потихоньку я буду по лыжне идти. Лыжи уже сырые, все, снег липнет. Ладно, идем потихонечку. Ну, такой, еще такие сумерки. Только-только начало расцветать, 8 час времени. Дошел до места, где в прошлый раз была рыбалка. Смотрите, сколько наледи тут образовалось. Снег давит, лед, вот и вода поднимается. Жесть, что творится. Ладно, сейчас я буду устанавливать палатку и попробуем. Уже расцветает хорошо. Толщина льда в этом году, ну, практически нету. Вот если посчитать, сколько оборотов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 оборотов, и уже лед закончился. Но от силы 15 сантиметров, не больше. Рыхлый лед такой. Вообще, расплеска льда нету.
опасный лед. На таежных реках рыбачить в этом году очень опасно. Сегодня 19 число, и все люди России набирают воду. Кто ходит в церковь, кто еще какие-то места. А я всегда набираю, бывает на нашей реке, или же еще есть один ручей в Ивановке. Туда бывает еще ездим. Ну, по традиции, в принципе, мы этой водой мало когда пользуемся, но все равно по традиции я сейчас наберу эту бутылку и будем целый год держать. Пойду на середину реки, оттуда и наберем. Смотрите, ребят, даже наледь тут отличается. Где я рыбачу, там коричневого цвета, а тут наледь, смотрите, какая чистая вода. Видели? Вообще льда нет. Ужас. Это настоящий ужас. Точно 15 сантиметров. Должно быть полметра льда. Вот. Ладно, сейчас я ненадолго выключу, ребят. Это мне надо. Я по-своему буду. Вот. Уф, мути-то сколько. Ребят, мутная вода тут. Вообще жесть муть. Уже пробурил в другом месте. Первая лунка вообще оказалась мутная. Ну вот. И здесь чистая, как слеза. Вот это да, разница какая, блин. Все, хватит нам. Вон она. Чистейшая вода. Вот такая вода, ребят. Речная вода. Как бы я набрал, и эту воду будем держать в доме целый год. Как вербу я собираю и держим в доме целый год. Вот так же эту воду будем держать. Ладно, сейчас уже будем рыбачить. А там, чуть дальше, вообще муть идет прямо. Да, и здесь вот вода как-то вот прям фонтаном идет, поднимается, потому что снег давит. Льда нету. Очень осторожно, ребят, в этом году ездите на снегоходах, на буранах по льду. Опасно. Действительно опасно в этом году. Где есть течение, там вообще, наверное, кругом открыто промоины. Начало, ребят, вообще не обнадеживающее. Я уже примерно 20 минут, наверное, не меньше сижу. А, вон рыба. Или нет? Что-то похоже было на рыбу. А, есть, вон. Наконец-то пришли рыбины. 2 штуки их поднялось. Я думал, вообще тут уже рыбы нету сегодня. Нет, 2 штуки сейчас появились. Вверх поднялись они. Чуть-чуть не успел заснять, но... В общем, если удастся заснять, я вам покажу. Вон он опять подошел. Вон, сейчас кадр хорошо попал. Да, ельцы. Несколько штук. Их много тут. Ладно, ребят, начинаем рыбачить. Факт, что рыба есть. Сейчас в кадр хорошо он попал. Вон еще там плавают. Сейчас я выключу камеру и
Буду подбирать мормышки. Вот он, первый. Я наконец-то первого поймал. Немножко не успел поклевку заснять, но вон он, первенец наш. Долгожданчик. Это долгожданчик. Крупный. Да, нормальный. Наверное, в течение часа пришлось ждать. Вот он. Вот. Очень долго ждал. Я уже начал мерзнуть. Думаю, горелку надо включить. Потому что очень долго ждал. Сейчас уже 10 час времени. До этого только была одна поклевка. Нет, два раза подходил. Один раз дернет и уйдет. И вот сейчас наконец-то хоть удалось поймать. О, это крупный. Тоже крупнейший. Крупняк. Он какой. Это уже не из мелких, это уже такой средний. Вон он. Есть. Очередная рыбина. Блин. Между поклевками полчаса, не меньше. Что за фигня сегодня? По наледи, ребят, рыбы уходят. Вон они. Блин. Там у них водоем. Надо убрать оттуда. Прячутся. Так я их потеряю, реально. Реально, ребят, я теряю рыбу. По наледи куда-то уходят. Там под снегом море воды. Вон одна. Опять ушел. Одна вывел. Вон один. Одного поймал беглеца. Где-то еще должен быть. Больше нет. Одна рыба куда-то ушла. Вот такая лужа образовалась. Короче, вот одна рыба как-то куда-то потерялась, я вообще не нашел. Тут море воды. Не знаю, куда она уплыла. Вроде бы 4 штуки там было у меня. Ладно, открою. Помню, 4 штуки я поймал. Нашел, вон он. 4-й. Опа. О, нашел. Долго пришлось искать. А обратно уже
Оказывается, в палатку зашел. Есть. Да. Ребят, сегодня поклевок меньше, но рыба более-менее покрупнее, чем в прошлый раз. Вот. 5-й елец. На 3-ю удочку на муравья попался он. Наелся он прикормки, ребят, такой толстый. Пузо, я не знаю, как у лягушки, блин. Вот это да. Опа. Сейчас уже их собираю в пакет. По наледи они убегают. Вот тут 3-я удочка стоит. Ну, за кадром получилось, как я поймал. Давно уже это... Сегодня вообще, как сказать, муравей не работает. Ну, вторую рыбу, в принципе, поймал, но сейчас поклевок очень долго уже на него не было. А, ладно, подожди. Сразу поклевочка. Да, это поклевка. Сразу подход был. Короче, решил посмотреть, что творится подо льдом. Тут чуть-чуть ранее я уже видел одну рыбу. Сейчас включился. Если удастся, вам тоже покажу. Ну, по всему дну видно, что прикормка лежит. Вон рыба, смотрите, кормится. 2-я. Это был 3-я. Смотрите, сколько их там. Видели? Видите, сколько рыбы, ребят? Это сейчас реально показываю вам. Мама, не говорю, вон он, косяк. Но мимо проходят, вон, кормятся. Проходят мимо. А уже к мормышке не подходят. Это получается в сторону, возле берега. Вон. Рыба за рыбой. Видите, что творится, ребят? Вон. Вообще в упор. Возле камеры. Камера у меня возле мормышки стоит. Значит, прямо подо мной вот рыба, косяк рыбы стоит. Вон. И еще, все. Вон, сколько их там. Смотрите, ребят. Это получается рыбы море. Он прямо на меня посмотрел. Вот так вот. Камеры не боятся. Камеры не боятся. Сейчас еще прикормку дерну, чтобы... Ну вот, знаете, вот дальше еще он видны они. Море, рыбы, море. Это все ельцы. Это чуть-чуть стороной проходят. Сейчас я поверну как-то, если смогу. Ну, я шнуром кручу тут. Очень тяжело, конечно, управлять так видеокамерой, но... Вон внизу тоже там было. Вон сверху уже. Возле прикормки. Сейчас прикормку дерну. Сейчас прикормку дерну, ребят. Сейчас дергаю прикормку. Вон они. Уже возле банки они там. Ушли от банки. Испугались. Вот так вот. Вот это уже прикормка, наверное, пошла. Так что не знаю, что влияет на поклевки, но факт, что рыба есть. Может, на червя надо попробовать, может еще что-то там попробовать. Вон они. Снова начинают подниматься. Да прям подо мной, возле мормышки там и стоят они. На игру тоже не берут. Бесполезно играть. Самое главное, что рыба есть. Это вон. Немножко сейчас еще крутану, если получится. Неудобно крутить, вообще неудобно.
куда-то ушли. Куда-то спрятались. Или возле банка они, или с прикормкой они уходят. Не знаю. Видно, что поклевывает. Очень-очень осторожно. Ой, блин. Чуть не ушла. О, крупный. Хороший. На белый опарыш сейчас взял. Вот он. Снова сюда пришел. Опа. Тоже не крупный. Первая стайка покрупнее была. Есть. Стандарт. Стандарт пошел. Есть. Ведь же такой. Вторую удочку убрал, чтобы поменять опарыш. И тут поклевка пошла. Манул парень. Что ты будешь делать, а? Наверное, какой-то маленький, блин. Такие поклевки сейчас были. Не успеваю камеру включать вовремя. И тут, о, тут побольше. Мощнее. Вот в таких условиях сидим. Блин. Все в воде. Но этот покрупнее. Хороший елец. Очень вкусный, блин. Эта рыба вообще очень вкусная. Вон. Сейчас вот тоже поменял опарыш на белый. Поставил белый опарыш. Сразу вот поклевка такая. Вон. Красавчик. Мал, но вкусный. Оп, есть контакт. Тоже хороший. Вон он. Хороший елец. Сюда перешел. Оп, бля. Есть. Так себе. Средненький. Хороший. Есть. Тоже одинаковые размерами. Вот. Все на подбор. Ну что, рыбаки, пью кофе. Такой сейчас момент был. Где-то примерно в течение 20 минут какие-то вот движуха такая начиналась. Поймал несколько рыб. И так поклевки были. Это, считай, 11 часов уже сейчас. Я выехал после 7 в 11, где-то от 10 часов более-менее вот началась как-то движуха у рыбы. А с утра вот первоначально неохотно, так что лучше, наверное, думаю, в следующий раз, если на рыбалку пойду, не буду спешить. Примерно после 9 можно выехать и в течение дня так посидеть. С утра рыба не клюет, как ни странно. Это в прошлый раз я тоже приезжал. Было где-то, наверное,
после 8 или после 9 я выезжал. И тогда хороший клев тоже вот в течение дня было. И сегодня вот тоже с утра не клюет. Блин, в луже сижу. Сижу в луже и смотрите, ноги уже отсырели. Да, и где-то, наверное, есть какие-то микропробоины. Уже этими сапогами на гвоздь наступал и всякое бывало. Ноги начинают мерзнуть. И думаю, уже скоро буду заканчивать эту рыбалку, потому что если ноги мерзнут, тут больше делать нечего, блин. Так-то сам сегодня не мерзну, тепло, греет горелка и на улице теплее, чем в прошлый раз. Но вот сырость, это сапоги в воде, это немножко дискомфортно, конечно. Ребят, пока нету поклевок, давайте еще спустим камеру и посмотрим. Вот я начинаю спуск. Это лед, получается, вот такой. Вот это уже мы находимся подо льдом. И вот потихоньку спускаем. Знаете, видите, как светло просвечивает лед. Лед просвечивает. Это, считай, еще у нас нету солнца. Солнечные дни вообще просвечивает капитально. Ну и толще воды вот тут. Мы уже на дне. Дошли до дна. Поклевок нету. Вот и сейчас глянем еще, что тут у нас. Ну и, к сожалению, тоже рыбы я не наблюдаю. А, вон он, морда-то. Вон. Возле камеры. Оказывается, он был. Но далеко камера не берет. И думаем, что рыбы нету, но они чуть-чуть в стороне, скажем, еще на 20 сантиметров, и уже ты рыбы не видишь. Ну, примерно от силы камера берет, наверное, полметра. Полметра, вон он, рыба. Видите? Вот стайка рыбы там. Кормится. Опять же, вон они. Поклевывает у меня. Поклевывает, ребят. О, хорошая поклевка. Ну, пускай. Вон они подошли. Видите, сколько их там. Это считай только вот на ближнем расстоянии. Вот у меня поклевывает. Вообще жесть, как поклевывает. Но и тоже хочется вам поснимать немножко. Следующую рыбалку, если не забуду, я возьму палку и на палку закрепим видеокамеру, чтобы вы видели, как рыба подходит. Вон они. Вот это ельцы. Вот. У меня клюет, наверное, он там на удочке, там на крючке уже рыба там. Жизнь как клюет. Вот стайка прошла. Они... А, стоят. Прям возле моей мормышки тут и стоит рыба. Вот так вот. Рыбы достаточно. Рыба есть. И сколько вот рыбачу, все время рыба держится тут сегодня. Ладно, поднимаем камеру. И на сегодня больше снимать на камеру не стану. Немножко поснимал, для вас показал. Удачные кадры сегодня получились. Рыба в кадр попала. Рыбы много.
Это не то, что вот, скажем, за целый день одна рыбина, а тут целый косяк. Очень много рыбы. И в прошлом году, вот если взять прошлый год, рыбалку, я от первой избы сколько искал рыбы. Некоторые подписчики, кто все серии смотрит, все фильмы, там видели, сколько труда у меня ушло на поиск рыбы, сколько искал их. И практически их я не находил. А здесь вот сколько раз, в прошлом году и в этом году, все время тут рыба есть. Просто надо подобрать снасти, наживу и прикормку, и вы, любой рыбак, будете с уловом. Прям вот я сижу, подо мной рыба. Вот так. Ладно, сейчас еще посижу немножко, но начинает надоедать уже. У меня терпение, конечно, не такое. Я не заядлый рыбак. Я люблю с ружьем побродить в тайге. Я лучше десяток километров с ружьем пройду, чем вот так сидеть. Целый день я не выдерживаю сидеть. Опа, почки. Жадно проглотила. Вон она. Рыбенция. Блин, кофе никак купить не дадут. Этот малыш совсем уже малек. И отпускаем, пацанчик, гуляй вообще. Подходил охотник, рыбак. Сейчас она там будет топтать себе место. Говорит, скоро приду сюда рыбачить. Ну, снимать не стал уже. Поговорили, пообщались. Вот. Я поймал одну рыбу, пока с ним разговаривал. Телефон звонит. Решил собраться и поехать домой. Так и не дождался поклевки. Вот, к сожалению, за кадром у меня одну рыбу я поймал. Но все это за кадром получилось, пока там я разговаривал, у меня видеокамера была выключена. Вот. Ну что сказать. Сегодня, в принципе, удачная рыбалка также. Сейчас я по традиции покажу наш улов. Сегодня из мормышек работала вот белая мормышка. Белая мормышка, вольфрамовая, вот такая. Надеюсь, видно. И еще вторая мормышка, которая более-менее работала, вот такая. Ну там какой-то глазик, рисунок. Я уже в прошлый раз вроде показывал эту мормышку тоже. Вот такая мормышка. Это рабочая мормышка на сегодняшний день. Вот эти две мормышки работали. И на желтую мормышку сегодня вообще подхода, к сожалению, не было. На муравья поймал одну рыбу, наверное, если не ошибаюсь. Вот разница. Вот прошлый раз я рыбачил, в основном все попадались вот на этот муравей. С красным опарышем рыбалка у меня в прошлый раз получилась. Сегодня, как ни странно, рыба берет только на белый опарыш. Так что надо экспериментировать, надо много удочек с собой возить, брать с собой. Потому что не знаешь, какая мормышка заработает. Все время надо менять. Если, скажем, у меня 4 вида мормышки, если у вас 6-7 видов мормышек, еще лучше. Под какое настроение рыбы попадешь, и надо менять мормышки и
Если угадаете с мормышкой, вы останетесь с уловом. Вот. Ну, сейчас давайте я еще вам покажу, ребят, сколько рыб на сегодня поймал я. Вот такой улов, ребят. Смотрите. На жаркое набрали. И сегодня крупных больше. Это уже, считай, крупные. Ну вот сейчас последняя рыбу, когда я поймал, примерно вот такой, наверное, вот такой размер был. Или обманываю, но она чуть меньше была. Я даже Николаю показал. Вот примерно вот такой, наверное, последняя рыба была. Давайте посчитаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я думал десяток. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. На 2 рыбины меньше получилось. Но поверьте, это хороший улов. По нашим меркам это неплохой улов. Сегодня также 18 яйцов. Плотвы, к сожалению, сегодня не попалось. Ну и, если честно, плотва не так нравится, как елец. Вот. Ну, свежее жаркое из рыбы сегодня у нас снова будет. Это вторая рыбалка и удачная рыбалка. Все, сейчас я собираюсь и пойдем обратно к Бурану и поедем домой. Ну все, ребят, я уже все собрал. Вот смотрите, какая лужа тут образовалась. Тут Николай топтался тоже, со мной разговаривал. Я в палатке сидел, он на лыжах туда-сюда, и вода выходит прям. За эту рыбалку, вот сколько там, несколько часов я посидел вот тут. Смотрите, чуть лево, чуть право, все, сразу в наледь попадешь. Ну, лыжи уже у меня сырые, уже как бы я просто вот там шагаю, а лыжи не скользят. Вот такие дела. А в задумках у меня, как и говорил, были планы сюда заехать на снегоходе. Если я спустился под гору на лед на снегоходе, я бы там застрял на целый день. Вот. Ну тут Николай тоже вот протоптал для рыбалки. Я говорю, тебе лучше на лыжах туда-сюда протоптать, чтобы замерзла эта наледь. Не знаю, что он будет потом. Придет, не придет на рыбалку. Ну вот, ребят, я уже возле Бурана. Смотрите, сейчас покажу свои лыжи. Вот у меня тут камус прибит. Вон, камус, полоска такая. А тут обычная доска, ну, лыжи. И смотрите, как лед прилипает к доске. А камус от камуса отталкивает. Ну, не так сильно набивается. Вот, этот лед прилипает. Конечно, со временем и камус не выдерживает, также обледенеет, но доска, конечно, есть разница, есть чем сравнивать. Конечно, лыжи с камусом намного лучше для охоты, для подъема гор. Вот по таким наледям, конечно, ходить. Вон следы видно как. Ну, я показал, ребят, что творится на реке, на льду. Вот, и будем заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Вроде нормально порыбачили, и с уловом возвращаемся. Хороший улов сегодня у нас. Вот так. Ну, ждите очередные фильмы про рыбалку. Все еще впереди. Будут еще рыбалки. А сегодня буду заканчивать. До новых встреч. Ждите новые фильмы. И будьте здоровы. Сейчас я заведу снегоход и поедем.